Поддержка для незанятых. Возможность трудоустроиться есть у молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Ребят официально оформляют на работу. Желающих трудоустроиться оказалось много. В первый день приема документов сюда пришли около 50 молодых людей. Среди них и Адам Баркинхоев говорит, наскучило сидеть без дела, а время – деньги. Нормально, было бы зарплату официально. Стабильно, было бы каждый На первоначальном этапе планируется трудоустроить более 200 студентов из 5 профильных СУЗов и свыше 100 безработных, состоящих на учете в Центре занятости. Однако много среди ребят как инициативной молодежи, которая учится, так и тех, кто отучился по другим направлениям. Магомед Мартазанов в этом году окончил агроинженерный факультет. Из юристов, экономистов и других специалистов, которых в Ингушетии много и сидят без работы, обещают сделать настоящих агрономов. Однако немало у таких ребят шансов и трудиться по профильному направлению на большом предприятии. Если они желают работать, если они подготовлены знаниями, то мы готовы их продвинуть дальше по службе. Таких примеров у нас очень много. Когда люди приходили рабочими, сейчас работают начальником отдела продаж, начальниками отдельных направлений других, гидротехниками, работают механиками, завскладами. Уборка урожая в саду началась еще неделю назад. Задача ребят – собирать яблоки и выполнять в день положенную норму. От этого и будет зависеть заработная плата. Сегодняшняя тарифная ставка у нас 1300 рублей. Это чистыми, без налогов уже. С налогами это больше. 1300 рублей – это норма, за норму, которую делает человек в день. Делают эту норму? Делают. Многие делают больше. У нас есть несколько молодых людей, которые делают 2-3 нормы каждый день. Но это особые люди, которые хотят работать и которые работают с утра до вечера, не останавливаясь. Но они и зарабатывают. Трудоустройство молодежи стало возможным благодаря инициативе Коммолодежи Ингушетии. КДМ подписал соглашение с садом-гигантом. С учетом общей безработицы мы искали различные возможности, варианты для трудоустройства нашей молодежи, чтобы она была занята, чтобы у нее не было слишком много свободного времени. И вот с начала лета мы начали проводить работу, искать партнеров, с которыми мы смогли бы заключить договоренность, в рамках которого мы могли бы трудоустраивать наших студентов и молодежь. Крупнейшее в регионе предприятие готово не только обеспечить молодых людей работой, но и помочь желающим получить профильную специальность в сфере садоводства. Сад-гигант раскинулся на тысячах гектарах. Всего здесь работают 1189 человек. Правда, выдерживают нагрузки не все. Люди, которые никогда не работали на уборке яблок, они приходят охотно, но не все выдерживают ту работу. Надо очень осторожно работать с яблоком. Это живой продукт. Надо очень быть внимательным, надо быть терпеливым, надо быть сознательным, убирать, чтобы яблоки. И в течение первых 3-4 дней отсеиваются примерно 10%, которые не привыкли работать весь день на ногах или в саду, или не представляли себе эту работу. Это сезонные работы, которые продлятся до конца октября. У отличившихся будет возможность попасть в штат предприятия. В следующем году количество трудоустроенных планируется довести до 600 человек. Также сейчас Комитет по делам молодежи на стадии заключения аналогичного соглашения с агрокомплексом Сунжа. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24.